Сегодня страна отмечает День народного единства. Праздник достаточно молодой. Он был учрежден в 2005 году, но своими корнями уходит в 17 век. Поговорить о нем мы решили с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Савватием. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте. Праздник, который мы отмечаем сегодня, он как государственный, так и православный. В этот день мы вспоминаем изгнание в 1612 году польских захватчиков из Москвы. А по религиозному календарю это день Казанской иконы Божией Матери. И такое совпадение, наверное, владыка, не случайно. В ополчении, как бы символом этого ополчения была Казанская икона Божией Матери. И всегда в стане народного ополчения находилась эта икона. И когда был взят Кремль, уже после того, как был освобожден, точнее, Кремль от польских захватчиков, то крестный ход вышел из Кремля с Владимирской иконой Божией Матери. И навстречу отправилась процессия крестным ходом с образом Божией Матери, именуемой Казанская. Вот с тем казанским образом Божией Матери, который находился в стане народных ополченцев. И в дальнейшем они, значит, вот шли друг другу навстречу, и потом они встретились. Встретились, и две иконы как бы вот облобызались, их приложили друг к другу. И потом совместный крестный ход вошел уже в стены Кремля. И поэтому было решено день празднования Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, совершать воспоминания народного единства. Вот таким образом получается, что этот праздник и религиозный, с одной стороны, но и с другой стороны, и государственный. А вот народное ополчение, которому удалось изгнать врага из стен Москвы и из всей России, в нем были люди разных национальностей, разного вероисповедания, разного социального положения. И вот они явили собой образец подлинного героизма, народного сплочения. Все-таки что помогло им объединиться? Что лежало в основе такой сплоченности? Такая вот, знаете ли, общая народная идея царя, белого царя, как уже потом уже назвали, царя, который возглавил бы московское государство. И там действительно было множество национальностей, в том числе и наши чуваши были и черемисы, было большое войско, которое состояло из мордвы, были татары. Вот, но их объединяла общая идея Московского царства, свободного от польских интервентов, от западных. Был еще такой момент. Многие бояре предали идею Московского царства, которые стали фактически по факту служить польским интервентам. И идея сбора народного ополчения, в том числе, была и сбор для того, чтобы освободить Москву не только от интервентов, но и от продажных, так скажем, чиновников московских. Мы сохранили эту традицию. Вот сегодня, когда, казалось бы, не надо так вот, явно обороняться, да, от кого-то защищаться, что может нас объединить, сплотить, быть каким-то таким вот общим цементирующим началом? И история России, она очень разная, конечно же. И были различные эпизоды, которые, казалось бы, говорили о том, что все, Россия уже пала. Уже той России не будет. То есть не будет той, которая была раньше. Это было и в смутные времена, это были и в более поздние времена. Казалось бы, 1917 год. Великая смута. Огромная смута. Затем это февральская революция, затем Октябрьская революция. Свергли царя. Казалось бы, ничего народ уже как бы не может объединить в той социокультурной сфере, которая была до этого. И, казалось бы, сам по себе культурный код был уже изменен в народе. Но, тем не менее, мы уже видим, что в конце 80-х годов идеи восстановления Русской Православной Церкви уже стали набирать обороты, и они набрали в 90-е годы. Но это один момент. Другой момент. Годы Великой Отечественной войны. Можно рассуждать и о том, что и, значит, руководящая роль партии и так далее. Это да, это безусловно было и такое.
Но все-таки христианские традиции, которые старались уже выжить как бы каленым железом, они оказались среди народа очень сильны. И вот именно христианские традиции, традиции, которые были заложены еще вот в 17 веке, они как бы вновь сколыхнули всю Русь, весь Советский Союз. Вот не случайно же в это время снимается фильм об Александре Невском, о его победе на Чудском озере. Да? Вот. И опять-таки колоссальное объединение народа. Колоссальное объединение против общего врага. Это действительно такое чудо, которое, в общем-то, никто на это не рассчитывал, честно говоря, даже. Но, во всяком случае, западный мир уж был уверен точно, что Советский Союз развалится или будет попран под сапогом гитлеровских захватчиков. А этого не случилось. Опять-таки, сильнейшее колоссальное объединение. Можно говорить, и еще раз повторяю, и о советской, конечно же, идеологии, но все-таки она была основана именно на тех традициях, на древних. Возьмем еще один момент. Разваливается Советский Союз. Все люди забыли о своей принадлежности, вообще идентичности. 90-е годы, дикие 90-е годы, когда брат против брата фактически, когда народ против народа, когда камня на камне не осталось от идеологии, советской идеологии. Но вместе с этим возрождается православная вера. 90-е годы не случайно церковные историки называют вторым крещением Руси. Дальше больше, когда прошли вот эти смутные 90-е, дикие 90-е годы, в нулевые годы Русь, Россия опять объединяется. Опять объединяется. И у нас, несмотря на то, что все-таки центробежные силы все-таки имеют место быть здесь, в лице нескольких как бы таких вот течений. Но, тем не менее, мы сейчас видим опять-таки сплочение, такое большое сплочение вокруг как бы идеи великой России. Вот. Всем нам нравится то, что Россия возвращается и становится вновь сильной. Вот еще такой вопрос. Наша республика многонациональная, в ней проживают представители разных конфессий. И как Русская Православная Церковь помогает сохранять вот этот стабильный баланс? Вот эта идея жить в мире и взаимопонимании, она распространяется по всей России, в том числе и у нас. Мы, вот Русская Православная Церковь, мы всегда говорили о том, что мы все люди-братья, что мы созданы и сотворены одним Богом. И поэтому мы призываем всех к любви всегда, независимо от религиозной, национальной принадлежности, цвета кожи, разреза глаз. И, например, еще если взять, когда церковь проводит свое социальное служение, дела милосердия, мы не делим людей на верующий человек, неверующий. Например, у нас действует и социальная столовая, и социальные склады. Мы же не спрашиваем, там, ты крещеный или не крещеный. Если человек нуждается в нашей помощи, мы оказываем эту помощь всегда. Самое последнее нам, что в голову может прийти, это спросить у человека, ты какой национальности. Не было такого. И в церкви много различных национальностей. Много людей, которые, значит, принадлежат к разным национальностям. Например, некоторые считаются традиционно православными, христианскими нацией, да? Но есть нации, которые принадлежат традиционно к другой религии. Но и среди этих представителей наций, например, мы принимаем всех. Если кто-то хочет принять православие, принять крещение, мы их принимаем с любовью и не смотрим на разрез глаз, опять-таки, и не смотрим на фамилию, на имя, отчество, на цвет кожи. У нас, например, есть Пономарь в одном из храмов, я не буду говорить, в каком храме. У нас есть Пономарь темного цвета кожи, вот, с кудрявыми волосами. Ну, сразу же, если глянешь на него, скажешь, точно не чуваш и точно не русский. Он принял православие, получается, да? Он крещен в православие, он рожден в православии. Вместе с этим мы, конечно же, уважаем, традиционно чтим людей, которые уже много лет исповедуют другую религию. Мы здесь, например, особенно в южных
в южном кусте нашей Чувашии мы живем по-братски с нашими татарами, с братьями. Вот. И у нас очень теплые взаимоотношения и со служителями культов, которые исповедуют ислам. Вот. И духовное управление мусульман Чувашии. У нас с ними тоже традиционно очень теплые отношения. У меня в Фейсбуке есть среди моих так называемых френдов много подписчиков, которые исповедуют традиционный ислам. Благодарим вас, Владыка, и возвращаемся вновь к знаменательной дате, ко Дню народного единства. Ваши пожелания в этот светлый праздник, вашей пастве, всему чувашскому народу. Есть определенные недостатки в освящении этого праздника, даже не в освящении, а в том, что определенная часть наших братьев и сестер, населения не понимает смысла, значения этого праздника. Ведь он был создан для того, чтобы действительно всех примирить. Это же, мы же все помним, когда мы праздновали День Великой Октябрьской революции 7 ноября. Да, мы выросли на этом празднике. И для того, чтобы примирить всех, и тех, и коммунистов, те, которые праздновали, скажем, завоевание, так называемое, октября, и тех, которые не принимали вот этих идей, для того, чтобы раскол, который возникал в обществе в 90-е годы, для того, чтобы всех примирить, и был создан этот праздник. Вот. И я бы хотел, чтобы люди как-то больше проникались этой идеей праздника. Идея просто прекрасная. Нам действительно, если мы без примирения будем жить, то мы долго не протянем. В День народного единства необходимо понять, что мы тоже должны, в конце концов, явить собой пример единения, чтобы мы наконец-то поняли, что мы одна общность, что мы все, живущие на территории нашей родной, любимой, необъятной России, что мы все народы, которые живем под одной крышей, и что мы должны с пониманием относиться и с любовью, с христианской любовью к другим людям. Вот я бы хотел, чтобы вот это понимание, оно было достигнуто. Но самое главное, что вот это понимание, оно невозможно, если этого понимания нет в семьях. Нету в семьях любви и взаимопонимания. Как можно достичь понимания, если человек просто не воспитан на этом? Если в семье царит нетерпение, мнение другого считается априори неверным. Поэтому я бы все-таки хотел пожелать моим дорогим землякам, нашим жителям, независимо от религии и принадлежности национальной, любви в семье, взаимопонимания, чтобы муж уважал свою супругу, чтобы супруга любила и уважала свою половину, своего мужа, чтобы дети научились почитать и любить взрослых, своих родителей, слушаться их беспрекословно. С этого начинается и понимание, с этого начинается и любовь.